Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто прервет ваше одиночество? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим, кто же этот человек и все подробности о нем. Загадывайте на себя, ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ого! Бабочка. Бабочка. Из гусеницы вылупилась бабочка. Мужчина, который прервет ваше одиночество, преобразился, очень сильно изменился. Мужчина встал на ноги, хорош с собой, успешен. Очень-очень миловидный мужчина, у него повадки, характер, манеры, воспитание. Человек провел над собой колоссальную работу. То есть буквально вот в своем прошлом он еще был мерзкой гусеницей, такой противной, волосатой, поедал всю зелень, да, цветочки поедал. А теперь он сам превратился в бабочку. Прошел очень серьезный путь трансформации, много работал над собой. И у кого-то еще отыграется, что он не сам только работал, да, еще каких-то специалистов подключал, да, которые ему помогали. Психологи, всякие там тренеры, коучи, наставники. Может быть, даже были учителя, ну, не по должности, а по призванию, да. То есть какие-то люди, которые буквально выбивали с него все плохое, спесь с него сбивали, показывали, как правильно. Мужчина, который, ну, буквально вот какой-то, не знаю, замес пережил, как будто бы вот через мясорубку его пропустили, либо в эпицентре урагана побывал. Мужчина, у которого вся жизнь перед глазами пролетела. И вот когда эта жизнь перед глазами у него летела, вот единственное, о чем он очень ярко вспоминал и жалел, это вот события, связанные с вами. Мне, девочки, идет, что вы этого мужчину прекрасно знаете, и с этим мужчиной вас что-то связывало, объединяло. Вообще мне идет, что какой-то большой скандал был между вами и этим мужчиной. Вы могли очень сильно там рассориться с ним, могли, ну, прям в пух и прах разругаться. Какой-то обман вот мне еще идет, обман с его стороны, я так понимаю. Ну, обман с его стороны, обманутые надежды и мечты с вашей стороны. Как-то очень плохо расстались, просто невероятно плохо расстались. Может быть, даже вплоть до того, что у вас не любовные были отношения, да, не любовные, может быть, какие-то там дружеские, либо деловые. Хотя у кого-то прямо и любовные. Ну, вот как очень плохо расстались с этим мужчиной. И этот мужчина в вашем сердце персона нон грата. Да? Вообще не хотите ни думать, ни вспоминать, ни общаться. Вот самый отвратительный, самый такой, знаете, негативный из тех, кого вы знаете, кого вы не можете ни простить, ни оправдать. И с этим мужчиной вы, ну, явно никак не ассоциируете себя и свою жизнь. Ну, потому что в вашей памяти он остался тем прежним, да, гусеницей, мерзкой гусеницей остался. Но теперь он прекрасная бабочка. Вот мне идет, что он как будто бы из ада вышел, из этого эпицентра урагана вышел, из мясорубки вышел. И вот он направляется в вашу сторону. Преобразившись, изменившись, он идет к вам. Его основная, ну как, цель, миссия – это выпросить ваше прощение. Вот ему прям болит, понимаете, совесть его каждую ночь душит. Каждую ночь буквально вы ему снитесь, даже не ночь, вот там днем, ну, прилег, да, либо там, ну, приморила его, и он видит вас, он видит ваше лицо, он видит тот момент трагедии, когда вы ругались, потому что лицо у вас было очень сильно печальным.
ну, не буду говорить хуже, да, было очень печальным. То есть глаза полные слез, там, ну, какие-то вот такие вещи, которые разрывают ему сердце, которые не дают ему нормально жить. И вот он еще, кстати, вот этот ад свой, который он пережил, связывает именно со своими грехами перед вами. Потому что вы вот как единственная женщина, которая так сильно от него пострадала, вот с кем он был настолько нечестен, настолько неправ, настолько коварен, вот именно с вами. Может, и других женщин обижал, да, но у вас он прям как-то особо сильно обидел. Вот он идет в вашу сторону с одной лишь целью – это выпросить, вымолить ваше прощение. Надеется ли он на большее? Нет, не надеется. Ему даже это в голову не приходит, потому что сам себя он простить не может, да? Сам себя. А вот чтобы там еще и вы простили, ну, это на грани фантастики. Зачем он идет к вам? Ну, чтобы хоть какое-то облегчение получить, да? Облегчение. Ну вот высказать, да, высказать, что ему болит, что совесть заставляет его сделать. В надежде, что, возможно, эти кошмары перестанут его мучать, что вы перестанете ему являться. И ну вот начать этот путь искупления своих грехов. Кстати, надо отдать должное, он за последнее время очень много хороших поступков совершил. Его прям тянет. Это не для там галочки, не для красного словца. Это именно вот нужда его души, да, совершать добро, совершать добрые поступки, там, помогать людям, там, животным помогать, там, не знаю, пожилым людям, да, вот что-то он делает, чем-то таким занимается, и занимается достаточно, ну, широко. Вот он идет к вам. Идет к вам, чтобы просить прощения. Вот здесь показано, видите, что он будет целовать вашу руку. И если честно, вы можете мне, конечно, не поверить, но вы будете не против. Может быть, вас подкупит то, что он очень изменился, что он совершенно стал другим. Это не тот гусеница, да, этот прекрасная бабочка. Его манеры, его галантность, честность его глаз, дрожь в его голосе, когда он будет просить у вас прощения. Вот. Это будет именно личная встреча. Почему? Потому что, скорее всего, вы и блоканули его везде, да, может быть, даже за это время и телефон сменили, телефонный номер. А может быть, вы еще такой человек, да, у вас есть правила, вы не подходите к незнакомым звонкам, да, не берете незнакомые звонки. Ну, опять же, как просить прощения по телефону? Ну, это же маразм, абсурд, да, это ненормально. Вот, поэтому он лично к вам придет, лично, да, будет выбирать момент для того, чтобы к вам прийти и выпросить ваше прощение. Вы даете ему свою руку. Вы не против того, что он делает, и не против его общества. Ну да, действительно, очень сильно изменился, и сейчас он прям мужчина хоть куда. Вот. Мужчина, конечно, очень обомлеет от того, как вы выглядите, потому что, ну вот, его кошмары эти преследовали, да, где у вас там лицо такое несчастное в слезах, а тут перед ним красавица, статная, модная, шикарная женщина, у которой и щечки румяные, и глаза горят, и вообще красавица там на миллион, да, королева, императрица. Вот. Ну, обомлеет. Он обомлеет, конечно, но с другой стороны, вот миссию свою выполнит, да, будет просить у вас прощения, будет извиняться. Ну, как-то вы с ним поговорите, причем спокойно поговорите. Но вот мне идет, что вот как-то вы его примете, да, все-таки примете, даже как бы там обида не сохранялась, посмотрите в его глаза и скажете, ну, это уже совершенно другой человек. Вот даже его не будете ассоциировать с тем прошлым, которое вы пережили. Головой вы понимаете, что это один и тот же человек, но вот сердце видит, что это разные люди. Да? Сердце видит, что мужчина очень сильно поменялся, да, трансформировался. Ну что, девочки, идет прервать ваше одиночество. Может быть, вы после той истории вообще перестали мужчинам доверять. Может быть, у вас еще другие были попытки, но тоже, может быть, не совсем удачные. Ну вот идет. Слушайте, не поверите, у меня над головой получается, да, я в окно наблюдаю, там орлы летают. Два орла вместе вот так вот кружатся, в круге летают. Ничего себе. Орлы — это хорошо. Просто замечательно.
Это добрый знак на самом деле. Добрый знак для вас и для вашего будущего. Гордые, красивые, свободные птицы. Знаете, еще такая мысль пришла, что, может быть, мужчина был вот этой мерзкой гусеницей не потому, что он таким родился, да, а потому что его таким сделали. Может быть, этот мужчина... Орлы улетели. И как жалко, я только это... Хотела их сфотографировать, улетели. Ну ладно. Может быть, мужчина под негативом жил. Может быть, там какой-то негатив на нем был, который заставлял его делать какие-то ужасные, странные, страшные вещи. Может быть, он прошел путь вот, очищения от этого негатива. Запросто может быть. Да, вот люди ведь не рождаются плохими, они плохими становятся. Либо их делают плохими другие люди, либо обстоятельства, да. Но согласитесь, вот невинный ребенок родился. Он же неплохой. Это же маленький ангелочек. Ну вот что-то есть. Вот мне кажется, что что-то есть в этом. Может быть, детство у него было несчастное, да, и он понял, что нужно быть таким вот там, хитрым, выживать, выкручиваться, пользоваться другими людьми. Тоже может быть. Понимаете? Ну, порченный бы человек, он бы не превратился в эту прекрасную бабочку. Никогда. Тут было желание измениться и все изменить. И Боженька дал ему зеленый свет, да, поэтому он превратился в эту прекрасную бабочку. Ну ничего, поговорите, все обсудите. В спокойной такой размеренной обстановке. Я думаю, мужчина вам расскажет то, что с ним приключилось. Конечно же, расскажет о тех муках, которые его преследовали, как он не мог спать, потому что вы ему снились, что совесть его постоянно душила, и как ему было это все больно, осознавая, да, что он натворил своими руками, что так сильно вас обидел. Все это он вам расскажет, вы будете слушать, и опять же вам сердце будет подсказывать, что мужчина не врет, что мужчина всю правду говорит. Ну, о чем-то вы с ним точно договоритесь, потому что я вижу, что у вас как будто бы одна дорога. Может, договоритесь о следующей встрече, да, может, договоритесь о том, что вы попробуйте начать сначала, может, еще о чем-то договоритесь. Но этот мужчина, он прям весь, ну, ваш, он к вашим услугам. Он готов понести любую как кару, любое наказание, да, вот все, что скажете, то он и сделает. Может, опять же, время прошло, вы нашли в себе силы, да, отпустить эту ситуацию. Может, уже не так болезненно воспринимаете. Ну, это идет не именно так. Мужчина, он явно прервет это молчание, которое между вами было. Либо, в принципе, да, тишину вашей личной жизни прервет. Но тут еще одного человека показывают. Но этот человек, это не про личную жизнь. Нет. Это не про личную жизнь. Это скорее, знаете, как про застой в ваших делах. Вот есть у вас какая-то задача, какая-то проблема, какое-то дело, ну, либо там, не знаю, карьера, да, вот у вас застой. Вот где у вас застой, с чем у вас застой? Мне идет, что какой-то человек прервет молчание, да, прервет этот застой, потому что этот человек вам либо что-то будет предлагать, либо будет предлагать свое содействие, участие, свою помощь. Ну, приятное, да, он предлагает вам приятное. То есть, если вы согласитесь, то вот из застоя вы выйдете. Одиночество – это ведь тоже, ну, как застойное состояние, да. Вот какой-то человек, ну, больше, конечно, на мужчину похож, хотя, может быть, и женщина с таким сильным волевым характером. Человек профессионал, знаток, очень умный, очень способный. У человека, знаете, вот как чуйка, наверное, глаз алмаз, да, вот прям видит, кому нужна помощь, кто придуривается, кто правду говорит. Вот этот человек вам будет предлагать, вот как руку помощи предлагает, да, в вашем вопросе, либо в вашей ситуации. Тоже вам прям два события. Может быть, смотрите, вот здесь вы простите этого мужчину, который вот прям действительно осознал свою вину и готов все искупить. И тут же высшие силы вам помогут в том застойном вопросе, который вот прям давил на вас. Пошлет вам того, кто вам руку протянет. Да? Вы этому руку протягиваете, его прощаете, он целует вашу руку. И тут же вам кто-то руку протягивает. Ну, такое, знаете, хорошее. Это не про плохое, это про хорошее.
Но жизнь меняется, у вас жизнь меняется, здесь много положительных эмоций у вас в жизнь приходит, и много вот таких событий неожиданных и очень ярких, знаете, как появление радуги над головой. Вот даже как и дети, и взрослые всегда улыбаются и радуются, когда видят радугу. Ну вот какое-то необъяснимое это чувство волшебства, магии. Вот и у вас эти радуги по жизни пойдут. Да, вот как из застоя вы ходите, из тишины, из забвения как будто бы выходите. Причем и как в личном, так и в деловом, например. То есть хорошие знаки, очень. Мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.